Привет, привет. Первое сообщение в чат. Блин, привет, хочу предложить продвижение. Что с ником? Здравствуйте. Привет. С ником ничего. Просто решила добавить фамилию. Там уже... Что там написали? В Ютубе, короче, опять что-то какая-то херня. Так, сегодня, ну, я не знаю, мы сегодня, наверное, все не пройдем. Там, потому что половину... Привет, привет. До половины, наверное, даже не дошла. Вот. Чё там, блин? Опять продвижение канала. Вот эти всякие. Идите в попу. Так, удалить все. Там пока игра обновляется. Ну, тут чуть-чуть осталось. Процентов, наверное, где-то 30, наверное, еще где-то процентов. Привет, привет. Спасибо. Кусь, кусь. Так. Сейчас пока обновляется, немножко посидим. Музыку можем послушать. Так, я этот включу. Вот что вот хочу включить вот это. Слышно, да? Так, вот здесь, кажется... Посмотри на то, кем ты стал, брат. Я уже у Хэппи Вульфа видео хотел смотреть про Атомик. Все, наверное, уже прошли, да? Куплинов прошел Атомик? Не знаете, я просто этот... Ой. Нет. Ой, что там показывают, что ли? Блин, ладно. Google посмотрим. Так, YouTube. Прошел. Из моих подписок все прошли. Ничего себе. Блин, как они так успевают это проходить? И сколько там видео вышло у него? 19, охренеть. Целый час чтения записок. Ничего себе. Ничего себе, тут по часу еще шли видео. Уже месяц назад, охренеть. Это время так бежит быстро. У Куплинова обложки такие обычные. Я что-то там стараюсь, что-то делаю, фотошоплю. Ой, так, что еще включить можно? Во. Везде уже прохождение Резика 4 и косплеер на Аду с Сисяндрами. У Ады же нет Сисяндр.
Так, 70%. Еще чуть-чуть осталось. Что еще расскажете? Что делали? Меня вообще слышно? Музыка не перекрикивает меня? Может, потише сделаю? Кино, Арлекино. Арлекино, Арлекино. Так, надо кое-что включить заранее. Так, осталось где-то 20%. Анита Пудикова, балерина, которая сыграла сестер из Atomic Heart, ну, если кто не знал. Анита Пудикова. Сейчас посмотрю. А, она же на цыпочках стояла. Но ей фигуру, конечно, приукрасили. Я когда увидела, как они там стоят, эти сестры, офигела. На цыпочках же прям, на этих. На пальцах стоят. Опять мне тут звонит этот дурацкий номер, блин. О, господи. Так, ладно, сейчас слушайте, я за колой пойду. Там в чате познакомьтесь, друг с другом поговорите. Но слез моих не видно никому. Ну что ж, Арлекин, я видно неплохой. Пусть это будет такой загадкой на всю жизнь. Пусть мучается. О, кстати, мне тут на WhatsApp недавно в госуслуги звонили. Сказали, что была подана заявка на удаление аккаунта. Говорили, скажите цифры из СМС. Чё? На WhatsApp госуслуги? Это как вообще? Что за госуслуги такие? О, вот этот прикольный трек. Так, осталось... А, блин, 20 осталось, оказывается. Что-то я туплю. Мошенники до этого добрались, но совсем охренели. Уже на WhatsApp звонят. Бля. Ой, господи. Сейчас будут мощные отрыжки. Хотел назвать один прекрасный кот, но не среагировал. Где-то какой-то прикол был, типа там в Сбербанке.
Сбербанк мошенник, короче, позвонил. И этот... Что-то какой-то номер сказал ему. Там... И в конце цифры там 1488. 220... 22, 8, 14... 148, 8, что-то такое говорил. Потом такой говорит, и краткое, а нет, Х, Y и краткое. Что-то такое говорил, уже не помню. Блин, я не помню, как это видео называется. Блин, 20% осталось. Я неправильно посчитала. Математика проблем. Фу. Ой-ой. Мне сейчас тоже какой-то... Это, походу, Альфа-банк звонит. Задрали уже. Альфа-банк, иди на X, Y и кратко. Сейчас будут мощные отрыжки. Ладно, шучу. Что еще есть? А как называется песня, где там вот эти близняшки, когда появляются? Вы не знаете этот трек? Atomic Heart Twins. Саундтрек. Ой, блин. О. Да, это из начала. Вы слышали, как они разговаривают на разных языках? Сейчас включу. Multi-language. Here's your vehicle activation code, Comrade Major. Английский. Got it. 上校同志，这个是你的座驾激活码。上场气，气球和气球火。上场手气。谢了。谢了。 Получите код активации автомобиля, товарищ майор. Код принят. Ten el código de activación del vehículo, camarada Сделай mayor. только видео. Чувак, вот далее. Vale. Палец. Hier ist dein Fahrzeugaktivierungscode, Genosse Major. Немецкий классный. Geht klar. Ага. Voici le code d'activation de votre véhicule, camarade major. Мажор. Compris. Ecco il codice di attivazione del veicolo, compagno. Bene. Oto pański kod do pojazdu, towarzyszu majorze. Уважаешь майоже. Jasne. Aqui Jasne. está o código de ativação do seu veículo, camarada major. Курамада мажор. Entendido. Все.
Ух, сколько осталось? О, 10% осталось. Уры. Мои уши. Уры. Так, всё, чуть-чуть. Там, короче, надо будет заново перепройти, потому что этот... Или ладно, или не буду заново там перепроходить то, что не снялось. Типа как шли, так и пойду. Комарова, я уеду, Комарова. Жалко, нет японской озвучки. Так, чуть-чуть осталось сейчас приготовиться надо. Комарова, я уеду, Комарова. Для мотивации. Спасибо. Сейчас посмотрим. Так, сейчас, блин, опять этот грузится долго. Для мотивации. Да, мотивация это вообще это самый главный этот. Уэнелион, спасибо за 100 рублей. Мотивация это самый главный этот. Я не знаю, как это сказать. Что это мотивация? Мотивация это мотивация. Дает, так сказать, старт, пуск. Все-таки не хочется тоже обесценивать свою работу. Даже самый лучший толчок не туалет. Да, без мотивации сил не было бы, да. Особенно если когда поддержка, вот это все, вот это вообще классно. Хочется все делать и делать, продолжать это делать. Значит, не зря стараюсь. Вот. Все-таки даже. Правильно же говорю. О, господи, малыш. Не пугай так. Хорошо, что мы в хоррор не играем. Будешь так прыгать на меня. Так, осталось 4%. Три процента. Так, что еще есть? Какая музыка? Ничего себе. Первое видео вот этого купленного Atomic Heart набрала 10 миллионов просмотров. Жесть. Сегодня праздник у девчат. Сегодня будут танцы, и щеки девушек горят, горят румянцем. Девчонки стоят в сторонке, те ребят, потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят.
С ума схожу уже. 1% остался. А парни важности полны, придирчивы к ужасным, и остаются вдоль стены, пришедшие напрасно. Стоят девчонки, стоят, сторонки, платочки в руках. Так. Все. Сейчас. Все. Стоп, машина. Так. Это выключим. Играть. Угу. Проверка целостности игры. Так, все закроем сейчас нафиг. ВК Play. С достижением 8 миллиардов это не актуально. Ну, погнали. Сейчас загрузится, блин. А что такое? Ты будешь запускаться, нет? Игра сказала, иди в попу. А чё мы не запускаемся, я не поняла. Блин, этот ВК Play я вообще не знаю, это херня какая-то. Дешевая копия, блин, Стима нафиг. Неужели? Сейчас будет прикол, если играет крашниц. Сейчас, наверное, 3 раза включится, или сколько я там нажала игру. Что такое? О, блядь. Я же говорила, она миллион раз включилась. Бля, капец. Там у меня ничего не этовалось. Я же говорила, она включится миллион раз. Так, все работает? Люди, вы тут? Она включилась аж 4 раза, прикиньте. Ну все, она теперь лагает, блин. Я теперь боюсь, что она будет крашиться. Сейчас придется перезапустить, наверное. О, что лагает, капец. Блядь, иди в жопу, короче. Ненавижу ВК Play сраный, блин. Ну что такое, а? Не терпешь просто. Ой, еще это не скипает.
Юридический отказ от ответственности за содержание игры. Я не успела прочитать. На недельку, на второго я еду. Так, короче, где я там остановилась? Сейчас посмотрим. 30 минут или сколько я там играла, не помню. Нет, будут не пи-пи, а будут громко в микрофон. Ладно, шучу, не буду это делать в микрофон. Буду это делать в сторону. Разговоры с трупами — личное дело каждого. Впрочем, мертвые не говорят лишнего. Однако, что-то там, блин, не успеваю прочитать. Фраза. Иногда в бою вы вполне можете позволить себе действовать агрессивнее. В конце концов, на моей памяти вы еще ни разу не умирали. Угу. Мульон раз умирала. Так, где мы остановились? Сейчас еще текстуры прогрузятся. Кстати, вы слышали, да, новость, что эти оскорбились, короче, в «Ну, погоди». Там статуя была, это афроамериканца, ну, древнего афроамериканца. И он был так нарисован, ну, типа вот этот, есть же blackface, есть же. И кто-то там из них, короче, оскорбился и такой: Расист, расист, расистский мультик. О-о-о. Да-да, blackface. И разработчики такие: мы удалим это. Все, мы все сделаем. Да, и они просто белым экраном сделали кадры. Пипец просто. Какой бред вообще это? Я не понимаю просто. Так, все, я здесь взяла. Что там надо было принести? Колбу из специального цеха. Я собрала вроде 2 колбы. Что-то такое, я помню. Черное заменили на белое. Думаю, это своеобразный троллинг. Просто это что за бред? Они бы посмотрели на Том и Джерри, как их там рисовали, вот этих вот. Blackface как раз таки. Вот там было точно blackface. А это же была скульптура древних этих. Куда мне идти? Почему я туда? Почему я назад пошла? Кто мне скажет, а? Вон же стрелочка показывает. Тупая, что ли? А, вот сюда надо же. Почему я туда пошла? Что это? Отпусти. Это кто? Кто там летает? Это еще что за дрянь? Это росток побега. Что еще за побег? Побег был выведен в качестве корма для крупного рогатого скота и быстро продемонстрировал свою эффективность. Но с этим побегом что-то не так. Сейчас, погодите-ка. Знаете, как сделаю? А, она показывает. Так, все нормально, да? Так, сейчас проверю. На Ютубе там, на этом... Что такое? О, нет, привет. Привет, привет. Так, я просто проверила. Все же нормально вроде работает. Уведомления от Ютуба, иди в попу. Как дела? У меня нормальные дела. У тебя как? Мы вот. Я уже, короче, 2 колбы собрала. И у меня крашнулась запись, поэтому мы сейчас соберем остальные колбы. Там ничего такого интересного не было, я с этими дралась. Курица-убийца? Просто прелестно. Я с роботами дралась и колбы, короче, собирала. Ничего такого не было там интересного. И что мы сейчас будем... Лучше не привлекать внимания. Мы его уже привлекли.
А, да? Надо закрыть. Открыть. А, вот сюда нужно. Так, что есть, что есть. На-на-на-на. Опять записка тут. Вот у меня в тот раз, короче, я вот так нажала. Ну, я бегала и нажала, короче, на вот эту, на записку, и она у меня начала подлагивать. И у меня в этот момент, оказывается, запись скрашнулась. Last of Us на ПК будешь проходить? Оно когда выйдет? Оно вышло или еще нет? Я этот хотела. Ghost of Tsushima. Оно скоро на ПК должно выйти. Мы тебя заметили, чел. 28 числа. Так, личная просьба. Дата 12 августа 1953. От кого? Гендир. Предприятие 3826 Д. Сеченев. Кому? Зам начкомплекса Вавилов В. Золотухин. День добрый. Печатать особо некогда. Запишу щебетарем. Щебетарем. Хорошо? Витя, личная просьба. Комплекс Павлов увяз в исследованиях полимеров, им банально не хватает площадей. Сделай одолжение. Разместите там у себя небольшой отдел наблюдения за поведением животных в полимерном бульоне. Куда-нибудь в дальнее крыло. Секретность высокая. Впрочем, у вас там почти все под грифом в комплексе. Павлов будет присылать полимерный ресурс сначала в цистернах, а потом... я слышала эту новость, что Counter-Strike выйдет. Заранее спасибо. Так, памятное поздравление. Дата 9 января 1949 года. От кого? Рук комплекса Вавилов С. Вавилов. Кому? Зам нач комплекса Вавилов В. Золотухин. Поздравляю с назначением, товарищ Золотухин. Пост заместителя начальника комплекса Вавилов – это большая ответственность. В наше время основной задачей является обеспечение советского народа продовольственным сырьем, что требует особого внимания. Но уже в ближайшем будущем первые значимые шаги человека в космос начнутся отсюда. Вам, как выдающемуся ботанику, предстоит руководить созданием целых систем растений, предназначенных для формирования и освоения поверхностей других планет. Мы с товарищем Сеченовым побеседовали, и мы Жалко, тут нельзя увеличивать очень скорость, рады, как в Телеграме. что вы с нами. Витя, пойми, мы не просто хотим засадить Луну кукурузой. Мы хотим сами надкусить яблочко на Марсе. Вот это, кстати, как это было, типа лень разработчиков показывать вот это все, рассказывать, да? Просто впихнуть записки, вот как в вчерашнем Outlast, да? Столько до хрена записок было. Хотя там понятно, потому что там же все вот это Библия, вот это все рассказывалось. А здесь вот в этих играх всякое вот это вставляют записки, чтобы ты сюжет вот этот читал, короче, сам сидел, все это читал. Как будто как это, не знаю, как книжка какая-то. Распоряжение. Дата 5 мая 1955 год. От кого? Замнач комплекса Вавилов В. Золотухин. Кому? Отдел кадров. Отправитель. Неелову АА. Срочно на лечение в больницу при комплексе Павлов. Срочно. Дата 12 мая. О, Господи. Ага, так. Товарищ Золотухин, коллега, голубчик. Мы с вами толком познакомиться еще не успели, но уверяю Голубчик. вас, стоит вам посетить наш театр под моим новым руководством, как имя режиссера Ласточкина запомнится вам навсегда. У меня к вам небольшая просьба. А можно ли нам каких-нибудь интересных цветочков ваших прислать? А то зелени маловато, и хотелось бы экзотики, если вы понимаете, о чем я. Прошел слушок, что у вас там чуть ли не какие-то ползучие кустики появились. Так я бы взял десяток, чтобы высокопоставленных гостей подивить. С меня, разумеется, причитается. Всегда ваш Стефан Ласточкин. Ясно. Как там? А, вот выключить. Я все время забываю кнопку. Так, ну мне к этим, короче, придуркам надо идти, да? Нет, смотри-ка. Это что вообще за место? Холодный цех.
Тут решается проблема существования организмов в условиях безвоздушного пространства. Как озеленить Луну, что ли? В том числе спектр исследований самый широкий. От примитивных одноклеточных растительных форм до сельскохозяйственных и прочих животных. Ёшкин-матрёшкин. Что за тварь? Интересные тут у вас аквариумные рыбки. А я все время этот. Сука. Ой, это что такое? Урод. Блин, заколебали эти ромашки вонючие. Там где-то курица была. Курица? 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 Чем больше побегов, тем больше мутантов. Куама, 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 куама. Пиздец развели, блядь. Да вообще не говори, блин. Что за хрень? Здравствуйте, Валентин Демьянович. Кто? Я? Компьютер принял вас за начальника лаборатории. Напоминаю, вам пора принять таблетку Гальтатринем. Воспроизвожу фрагмент систематического самописца вашей последней рабочей сессии. Иси. А что это? Что с этим делать? Так. Ну да, так полегче. Как это прекрасно. Оптом. Да. Бедная свинюшка. День 783. О чем мы там с тобой начинали? Ах да. Поначалу мне было крайне сложно привыкнуть и не реагировать на этот жизненный цикл, как они его зовут. Но потом я даже увидел в этом своего рода. Черт, и здесь заперто. Что опять не так? Зачем вообще? Вы покидаете лабораторию. Перед открытием двери Не надо одновременно разговаривать. Вы в глазах такие же тупые свиньи, как эти животные. Опять 25. Что тут нужно сделать? Лабораторный терминал включен. На его экране должен быть отображен текущий статус работы. Но даже если так, кто дал нам право издеваться над другими свиньями? Да, мозг. Мне тебя очень жаль. Тоже правда. Вентиль установлен. Ты умер смертью любви. Я даже боюсь. Чё? Обещаю. Что надо делать? Иногда мне кажется, что их конвульсии в классическую музыку превращаются в танец. Так. Рождается Свинюшку надо включить, да? а у нас и так далее тоже. Ага. Такое же не может происходить. Так, свинюшки включены. Курса. Покрути. Должно заработать. Пожалуй, нужно... Курса. Так. Корова. Надеюсь, я ничего не перепутал. Нет, не царапай. Не эту запись. Так, включаюсь. Так, еще 2 коровы, да? Вот эти. А, нет. Вот это. Да. И вот это.
Твою мать. Я что, их всех убил? Это стандартное завершение технологического процесса. Производство органической составляющей. А чё это не умирает? И куда оно все утекло? Бальгоцех. Там происходит дальнейший процесс полимерного синтеза. Дальнейший звездец сейчас там происходит. Так, что дальше? А почему вот это не пропало? Так, и куда? Куда сейчас? А, вот, дверь открыта. Вот это громада. Столько клумб в одном месте мне встречать не доводилось. Здесь выводятся растения для колонизации Луны и планет Солнечной системы, Марса и Венеры. Только сейчас здесь ни хрена не работает. Нам нужно в рубку управления. Черт. Одни трупы. На стене имеется лазерное реле активации питания. Разберемся, не привыкать. Легко. Майор, оружие или... Уже имеется, уже имеется. Так, улучшение. Патроны есть. Боеприпасы. О. Недостаточно. Одну только можно, что ли? Ну ладно. Так, это... Не хочу слушать. Что еще есть? Куда мне надо? А, наверх. Что это я вниз пошла, не в тему? Вот же надо. Заработало. Как наполнить колбу? Колба наполняется криополимером автоматически. А, вот, Нужно это дождаться надо. окончания процесса. Как-то слишком просто. Сейчас будет мясо, да? А вот и хозяева. Я чувствовал, что спокойно дождаться не получится. Иран сейчас придет. Сука! Да что же с ними не так? Что я должен сделать? Колба наполняется только при поддержании в цехе оптимально низкой температуры. Нагнетание холодного воздуха обеспечивают вентиляторы. Они не должны отключаться. Не позволяйте побегам взлетать и врезаться во вращающиеся лопасти. Так бы сразу и сказал, блин. Черт! Вентилятор вырубило. Попробуйте перезапустить его шоком. Сука. Тихо, спокойно. Перезапустите систему вентилирования. Да ты что, издеваешься? Блять.
Сука! Что за херня вышла, блин? А я... Сука. Ай-я-я-я-я. Сука. Ау, блядь. У, сволочь. Сколько она там наполнилась? О, зашибись, самое время. Товарищ Вавилов, тут аспиранты затеяли занятную забаву. Бля, закончились патроны, Как оказывается. играют в крестики-нолики. Один садит кукурузу, второй томаты. По очереди. Еще и, что называется, вслепую. Я сначала хотел их отругать, а потом думаю, приличный вид досуга. Самые настоящие шахматы, новаторские. Что скажете, может, откроем клуб аграрных игр? Заебись! Пошла нахер! Да быть такого не может. Дождались, наконец. Сохранение данных успешно завершено. Внимание сотрудников. Доступ к пестицидному... Валим отсюда. Покуда? Покуда? А. Как меня радуют эти ваши сраные колбы. Любите же вы их везде вставлять. Это дань традиции. Ага, искренне рекомендую вам пересмотреть традиции. Я уже задолбался на каждом углу колбы искать. Тебе здесь нравится, милый? Блин, она опять заговорила. Депрессивным. Угу. А что, где-то здесь есть место, исполненное позитива? Конечно, милый. Везде, где есть похотливые слизняки, которых можно призывать. Заткнись, любовнаш. Падать, что ли? О, бля. Ну, давайте, подходите. Ничего себе, их там сколько? До хренища. А я, бля, сука. Да чего вы не умираете-то? Умирали же. Ой, нет, нет, нет. А я... Я не успела нажать кнопку. Да, блядь, сука! А я... Иди нахер, короче, блядь. О, блин, этот урод, который... Блядь, сука.
Я застряла. Я застряла! Блять, у меня идет этот. Идет вроде, да? Что такое там? Я, короче, застряла, найс. И где это было? У меня идет запись, нет? А, вроде идет, да. Что там вышло, блин, заколебало. Иди в жопу. Как меня радуют эти ваши сраные колбы. Любите же вы их везде вставлять. Это дань традиции. Да быть такого не может. Дождались, наконец. Тебе здесь нравится, милый? Я нахожу этот комплекс депрессивным. Угу. А что, где-то здесь есть место, исполненное позитива? Конечно, милый. Почему этих я так поломала легко, а тех не смогла? Блять, я же аккуратно упала в прошлый раз. Ладно, будем тогда. Вот этих почему так легко полом? Они, наверное... они уже, оказывается, сломанные. А те типа такие крутые, да? Будем, короче, по очереди. Скачет битрейт. Блин, сука. Пиздит. Сейчас. Сколько поставить? 6000. Будем действовать аккуратно тогда. Блять, сука! Блин, урода. Эти какие-то быстрые, блин. Этот какой-то крутой, да, типа? Блять, урода. Сейчас из-за тебя я заново не буду начинать.
Да ты, сука, сдохнешь, нет, блядь, а. Сука. Бля, заебал, блин, битрейт. Чё, как? Только не говорите, что опять с самого начала. Бля, уведомления заебали уже. Да ты гонишь, что ли? Любите же вы их везде вставлять. Это дань традиции. Ага. Да быть такого не может. Дождались наконец. Я нахожу этот комплекс депрессивным. Угу. А что, где-то здесь есть место, исполненное позитива? Конечно, нет. Сохранение данных. Где есть путь? А я же могла бы по этой спуститься. Ой, я дура тупая, да? А, они типа как инвалиды какие-то. Поэтому такие слабые. Ну давай, давай, беги. А я, сука. Да блять! Пошел нахер. Сейчас как битрейт, нормально? Вот, всё. Задрали уже, блядь. Три 600 поставила. Я же говорю, надо индивидуально всем играм ставить битрейт. Битрейт. Ой, ну так сложно там. Ты слышал то же, что и я? Я всегда слышу то же, что и вы, майор. И что скажешь? Ебучие пироги. Да тихо ты, это и так понятно. Что-то там вообще недоброе впереди. Да, но колбу спеси... Блять! Ты охуел, друг? Это шутки такие, что ли? Тихо, тихо. Ты можешь разбудить его в любую минуту. Через 2 часа, когда уровень пестицидов опустится до критической отметки, тварь проснется, слышишь? Мне нужна колба с пестицидным полимером. Колба прямо там, внутри. Нужно, чтобы ты нашел полимерный контейнер. И тогда мы нахрен взорвем эту тварь. И тогда ты заберешь то, что тебе нужно. Хорошо, будь по-твоему. А колба уцелеет? Блять, насос!
Борщевик необходимо постоянно Борщевик. отыскивать. По 400 скоро закончится. Нужно, чтобы ты нашел контейнер. Скорее! Так, ладно, контейнер. Как он выглядит хотя бы? Желтый такой бидон. Быстрее, нужно взорвать его. Найди желтый бидон, иначе нам не жить. Желтый Ну, бидон. нахрен желтый бидон. Ну и где искать? Полимерный контейнер, майор. Они всегда желтые. Найти его не должно быть трудно. Выберите желаемое действие. Ой, Сохранение данных. блин, стул. Блин, что-то мне страшно. Спасибо. Блин, что такое? Ничего не видно еще. Чё такая яркость такая? Это и есть желтый бидон, блядь? Серьезно? Бидон должен быть где-то рядом. Да нет, тут рядом ни хрена. Надо целиком цистерну вести. А я- Этой Чё гигантской такое? твари как раз хватит. Поддерживаю. Чё говорили? Желтый бидон, чё? Что надо? Чего? Чё надо делать? Сдвиньте тягач. Как? А как капать? В смысле сдвиньте, блядь? Так, что ли? Чего? Как двинуть? Блять. Уровень пестицида понижен до 10%. Крас, это хреново, да? Как только опыление борщевика прекратится, Это он что? проснется. И размажет тут все нафиг, включая нас. И я в восторге, Это что блядь. такое я делаю? Чё, все? Чё это? Что вот это такое? Чё за цель? Вот это что за цель? Чё это? Сдвинуть надо. А как? Вы не можете раньше эти мне подсказки давать, блин, этот телекинез. Почему оно только сейчас появилось, блядь? Телекинез использует телек, F, чтобы двигать платформы. Нажмите. Да ладно, блядь. И чё, и куда, как дальше двигать?
поняла. Вот это что такое, а? Что за хуйня какая-то началась, блин? Это надо, чтобы она вот так стояла над ней? Или что? Ничего не понимаю. Что это такое? Как? И что дальше? Куда? Куда мне тут встать-то? Не, это чтобы добраться до другого пункта управления. Ну, малыш, ну иди отсюда, а. Иди на кровать, ложись, пожалуйста, не мешай мне. Да, блядь, ты не можешь зацепиться, что ли? Ты ёбаный, ты в рот, блин. Майор, как тебя там? Почему не может карабкаться? Блядь, сука. Ёбаный в рот, блядь. А чё она туда едет? Надо же в ту сторону. Это что, надо круг сделать, что ли? Чё, блядь? Типа там сломано. Ой, блядь, капец. Сейчас всякие гниды прибегут, блин. Как наверх забраться? Ничего не видно, еще яркость что-то вообще упала куда-то. Ничего не поняла. Ой. Вот она, эта хуйня. Так. Вон, туда надо как-то. А как туда залезть? Чего? А как туда залезть-то, если он, блин, карабкаться не умеет? Чё, блядь? Кажется, я поняла. Подвесные электромагнитные платформы и кнопочные пульты, разбросанные по всему цеху. Офигенно удобная система управления. Что за дебил?
Твою мать. И чё, а как туда прыгнуть? Он карабкаться не умеет. О, кажется, я поняла, это будет жопа боль, кажется. Или нет, или да, да. Нам надо ускориться. Ебучие пироги, стараюсь. Так. А тут как? Хорошо, что это не на время. Зачем я спустилась? Да, я помню про ваш рывок. Ситуация критическая. Где этот мужик с насосом? Он там что, уволился? Ну, поехала. Уровень пестицидов понижен до 2%. Мы все умрем. Хорошая идея. Я тут уже подустал. 15 апреля. Наблюдение под микроскопом частицы борщевика. Жужа. Запись первая, 16 апреля. Итак, мутации. Фу, печать. Да доедешь ты уже когда-нибудь или нет? Подари свои пестициды. Все, перекур. От такой игры точно Нашел перекур. контейнер. У меня закончился ПА-400. Если что-то срочно не предпринять, нам крышка. Да нашел, успокойся. Глянь вниз, вон твой бидон. Знаешь, что стоило мне доставить его сюда? Блять, не так. Он
от этого не умрет! Его надо было взорвать! Твою мать, и что теперь делать? Он проснулся. Надо поджечь полимер. Дай сюда сигарету. Разве полимер загорится от сигарет? Да. Сдохни, тварь! Сука, вот же живучий тварь! Он в ярости! О, Господи. Надо бежать, пока не... Держись! Что за хрень, блин, глазастая? Вау. Сука! Нога! Мужик, ты как? Нормально, повезло. Сука, побеги! Вставай быстрее! Я застрял! Стреляй, не Их болтай! слишком много, давай быстрее! Пытаюсь, блядь! Если доберутся до нас, то в конец! Все лучше, чтобы не добрались. Они все ближе! Вставай, вставай! Пытаюсь, я пытаюсь! Ебать! Нет, нет, помогите! Сними его с меня! Мужик, держись! Я иду! Твою мать! Колба, блядь! Хоть где-то повезло. Он мутировал. Да я догадался, блядь! Колба еще так упала. Смешно. Да ебучий ты! Вау. Ебись как меня! А ты не можешь вот так драться? Вырастили куст. А, тут, кстати, еще Делать вам навыки своих же надо еще лабораториях делать. Доступ разрешен. Ой, простите. Так. А где были навыки? Лучше нет. А вот переключиться на навыки. Чего у нас сколько? 130. Почему? Элемент недоступен. А, сначала надо. Нейроперчатки генерирует криогенный полимерный состав, подающийся в виде струи на противника, либо на иную поверхность, попавшую под воздействие. Рисунок такой. Нихера себе. Блин, что-то я вообще про эти навыки забыла. Прикиньте. Отправлено на склад. Ну ладно. Там еще какие-то патроны. Ой, не туда. Стужа. Замораживайте противников, чтобы полностью затормозить их на некоторое время. Помните, замороженный противник получает лишь часть урона от ваших атак и быстрее размораживается с каждым ударом. Спасибо. А кровь есть кровь, да? А я. А кровь есть кровь, да?
А чё, куда идти? А? Продержитесь, да. А, продержаться надо. Я не продержусь. Ау. Блять, сука, нет. Ай, блять, сука. И что, сейчас заново опять? Зачем я в эту игру начала играть? Вырастили кустик. Делать вам в своих лабораториях нечем. Путь к вершинам науки тяжел. Он ошибок. Лишь тот, кто ничего не делает. Ага. Как я с Петром. Выберите желаемое действие. Ну понятно, блин, быстрее. А вот это чего? У меня разве есть это оружие? Что это за пули? Патроны для ПМ. А, ПМ. А у меня есть оно? Нет уже у меня этого. А нет. А нет, это не это. ПМ у меня... Недостаточно ресурсов. Надо еще вот эти штукенции, да, какие-то. А почему у меня от него патроны? Что за прикол? Что за прикол? Ой, блин, не туда нажала. Почему так темно? Сохранение данных. А я. Я, блядь, сука. Я ничего не вижу еще, блин. Яркость куда-то пропала.
Блять, сука! Пошел нахер, пошел нахер. Куда яркость делась? Бля, ни хрена не вижу. Почему яркость такая маленькая? Бесконечную эту. Ладно, все пошли. Я... Блять, этот рывок ебучий, блин, заколебал его. Блядь, сука! Ну почему ты только 4 патрона, блядь, заряжаешь? Что за бред, блядь? Блять, сука, заебал, блин, перезаряжать только, блин, один патрон, блядь, ебаный нахуй. Да, сука ты. Ну, блядь! Ты чё, ебанутый, что ли, блин? А я... Да, блядь! Нет, нет, не дохни, не дохни. Блядь, сука, нет! Авторизация. А куда мне этот-то? Я же не могу ее уничтожить.
У меня недостаточно средств, чтобы ПМ сделать. От чего я тебе сделаю ПМ? Да, блядь, сука. Кто придумал вот это вот, если она, блядь, не работает? Ну нету, я не могу ее удалить там или что ли. Разбор. А, его разобрать можно. А, все равно недостаточно. Просто видишь, она, оказывается, она ресурсы даже не требует, поэтому она у меня есть. Что-то слишком ярко теперь. А, мои глаза. Можешь уничтожить, но не факт, что ресурсов хватит, так что чуть позже на будущее сказать. Так у нее нет ресурсов, в том-то и дело. Она ресурсы не требует, оказывается. Доступ разрешен. Видишь? А чё это? А нет, это не... Это что такое? Адреналин. А. Но у меня нету больше ничего. Вот этот я пока не могу сделать. Почему-то, не знаю почему. Требуется рецепт. Этих требует. А это сколько требует? 74. Ну, у меня не хватит, наверное. Восстанавливает энергию в течение некоторого времени. Может, вот эти? Я не знаю. А, и все равно не хватает. Чё? Да, блядь. Чё вот это создать? И чё создать? Нету ничего такого. Топор, что ли? Это вот этот топор мне нравится, он нормальный. В принципе, мы можем его разобрать. Во. И сделать ПМ. Ну. Чё за кривой стрелять?
Так долго делается, ужас просто. Так. А как улучшить? Ну, у меня топор же есть. Зачем мне 2 топора, в принципе? А его нельзя улучшить? Как улучшать? Ой, я не понимаю, господи. А вот это как? У меня же есть топор. Ты типа имеешь в виду вот так вот? Вот так вот, да, делать? Ну да, по сути, так и надо было мне делать. Потому что я что-то тупила. Найс сначала. Опять эту пуколку взяла. Я патроны не взяла, блядь. На эту пуколку патроны не взяла. Ну чё встал? Не, мне вот это удобно. На той патроны я не взяла. Наверное, я скоро психану и выключу игру. А, да? Надо было этого убить, что ли? Лол. Ладно, да, конечно. Так, и чё, куда теперь? Чё мне сразу не сказали, что надо этого босса убить просто? Храс, ну не может же быть, чтобы Да. каждый раз они с этой березой так возились. Разумеется. Все было Обычной так ситуации легко, этого не оказывается. происходит. А мы, блин, Береза это... это прежде всего символ, хоть и требующий аккуратности. Да быть такого не может. Дождались, наконец. Там было написано, типа... вы доживите или что там было? Переживите. Что-то такое. Я думала, надо было дождаться чего-то. Я думала, это не босс этот. Отлично. Оттаивает березка. Оптимальный температурный режим восстановлен. Я думала, это типа время или... Ой, не время, а до этого. До окончания, короче, выживания. Полоска. Да ёб твою мать.
куда теперь? В какую сторону? А, сюда еще надо? А, я же 2 взяла, точно. Ненавижу паразитов всех мастей. Хотя бы дерево теперь вздохнет спокойно. Насекомые вредители уничтожены. Береза приходит в норму. Уважаемые сотрудники, прослушайте этот чебетарь и оставьте на месте. Это должен запомнить каждый. Ни при каких обстоятельствах не... Дело сделано. Ворота открыты. Мы можем покинуть комплекс Вавилов. Мы сделали это, товарищ майор. Я сделал это. Не Цветы из примазывайся. лаборатории Я могут оказывал обладать поддержку, помогал морально. генетическими свойствами, И хер с тобой, ладно, которые помогал. сильно испортят Ой, комфорт хоть вопросы вашей не жизни. имеет смысла, Все, Господь. что выращено в лаборатории, должно оставаться в лаборатории. Гуль. Храс, как погиб Харитон Захаров? При загадочных обстоятельствах. Подробности его смерти неизвестны никому, кроме академика Сеченова. При загадочных? Разве Дмитрий Сергеевич не рассказал, как все произошло? Разумеется, рассказал. Считается, что профессор Захаров поскользнулся и упал в лабораторную дамбу с экспериментальным нейрополимером, представляющим собой агрессивную среду. Жаль человека. Ну что же тут загадочно? Некоторых людей озадачивают определенные нюансы этой истории. Какие, например? По странному стечению обстоятельств не сохранилось никаких видеозаписей этого печального эксперимента, хотя все подобные процессы тщательно документируются. Ну, бывает такое иногда. Камеры могли вырубиться. Ну, или данные не записались. Вполне возможно. Еще одна странность заключается в том, что полимер не является агрессивной средой и не способен убить человека. Вы прекрасно через него плаваете. Ну, это... Да, но... Может, тот полимер был единственным таким экспериментальным образцом. Опасная разновидность. И это Так, не вполне надо может спойлерить. быть. Но разве профессор Захаров мог не знать о том, что... Ой, ты много экспериментальный всего образец, пропустил. с которым Ты он пропустил работает, горение агрессивен, моей жопы. если он сам же его и создал, вместе с академиком Сеченовым. Чертовщина какая-то. Получай лифт. Получай. Получай. Смотрите, тут буква М вырисовывалась. Ну что, мы долго будем ехать еще? Пробежка. Так, проверка. Горение моей жопы. Мини-бас. Мини-бас. Нам нужно добраться до станции лесной. Блин, теперь ярко слишком. То слишком темно, то слишком ярко. И сесть на поезд до станции Солнечная. Дальше пешком. Ну и где искать нашу станцию? Надо пройти через деревню, в которой мы оказались. Авторизация. Так, мы же этот не взяли. Я, главное, взяла, да, этот пистолет. А патроны к нему нет, нормально, да? Вообще тупень. Эй, веселая песенка была. Авторизация.
Классная песенка. Интересно, что за трек? Сохранение данных. Ой, господи, можно выдохнуть немножко хотя бы. Да, не то слово. Так, давайте почитаем пока. Регламент использования запасного выхода комплекса Вавилов. Данный выход предназначен для экстренного покидания комплекса в случае необходимости. Входа и выхода расквартированных в поселке лесника аспирантов и сотрудников комплекса. Прохода ремонтных и обслуживающих бригад. Важно в связи с тем, что этот вход находится ближе главного входа Вавилова по линии следования поездов Маглев. Некоторые сотрудники пользуются им, чтобы срезать и попасть на работу быстрее. Это, разумеется, похвально, но распорядок регистрации нарушать нельзя. Все, кто не имеет отношения к списку выше, вы должны получить выговор и использовать штатный вход в комплекс. Распорядок. Пожалуйста, прочтите это сообщение при первой регистрации. Вы являетесь частью персонала комплекса Вавилов, главной житницы СССР и всего мира. Работа под руководством товарища Вавилова является одной из важнейших не только для ваших сограждан, но и для человечества в целом. Следите за своим внешним видом, манерами и отношением к коллегам. Не допускайте безалаберности, халатности и тунеядства. Содержите рабочее место в чистоте. Не распространяйтесь о своей работе вне стен комплекса. Спасибо за внимание. Дрянь выросла за ночь. Дата 6 июня 55 год. От кого? Нач. Безопасности В. Нюхов. Кому? Начальник КПП Г. Десецкий. Жора, удали, как прочтешь. У меня на участке начала расти какая-то гадость. Буквально вчера ночью. Похоже на, не знаю, злой баклажан. Шкворчит, жрет клубнику и вообще ведет себя непристойно. Я, как человек от растений далекий, волнуюсь. Мое дело коровы. Узнай, можно ли прислать кого-то из пестицидного коровы, чтобы он брызнул в рожу этой брокколи, загулявшей в чем-нибудь покрепче, только так, чтобы моя Виктория не пожухла. Может, это сорняк ядовитый, хуже борщевика. Музыка нас связала. Тут еще тоже. Распорядок. Дата 5 июня 55 год. От кого? Глава поселения обслуживающего назначения И. Абдурахманов. Кому? Начальник клуба П. Савельева. В следующий понедельник, 13 июня 55 год, состоится торжественный запуск коллектива 2.0. Однако в связи со сменой расквартированных в деревне сотрудников отправиться на ВДНХ смогут не все. Поэтому организуйте празднование на местах. Распорядок дня следующий. 13:00 конец рабочего дня, 13:00 14:00 обед, 14:00 сборов в актовом зале на площади фойе, 15:00 выступление руководства, торжественная часть, трансляция выступления руководителей предприятия, 16:30 запуск системы коллектив 2.0, 18:00 праздничный ужин, столовая фойе. Караоке Тайм. Для аспирантов. Дата 14 апреля 55. От кого? Замнач комплекса Вавилов Золотухин. Кому? Начальник клуба Савельева. Прошу провести беседу с прибывшими на проживание в поселок аспирантами, в том числе организовать просмотр фильма об истории нашего комплекса и предприятия. Про историю поселка рассказывать не надо. Проведение инструктажа по технике безопасности, распределение специалистов по жилым помещениям, назначить ответственным начальника клуба П. Савельеву. Дурдом с испанцами. Испанцы! Дата 2 мая 55 год. От кого? Архив Вавилова М. Орликова или Орликова. Кому? Начальник клуба П. Савельева. Полина, у меня очень странное сообщение. Помнишь, Аркадий Владленович вырастил быка на полимерном корме Геракла, который был размером с дом? В газете еще писали. Так вот, эти фотографии с животиной как-то утекли наружу и попали, внимание, к испанским животноводам. Да я не шучу, к испанским животноводам. Короче, они хотят у нас для своей кориды, или как она там называется, заказать таких вот гигантов-быков. Мол, дружба народов и все такое. Я не знаю, кому писать и что вообще думать, но, возможно, это кого-то из начальства заинтересует. Сама в шоке.
Тайною нашей стала, уговором твержу я в ответ. Нас не разлучат, нет. Чем это они занимаются? Производят ремонт разбитых роботов. Чем больше пчел занимается восстановлением, тем быстрее объекты вернутся в строй. В данный момент пчелы-ремонтники не опасны. Вы можете продолжать движение. Открытый мир? Да ладно. Стоит подождать. Среди них пчела с камерой. Ей на глаза лучше не попадаться. Ретранслятор Гриф и ВО Ветролов. Гриф связывает данный регион с экосистемой. Он находится в воздухе благодаря энергии от ветряного генератора. Уже 11. Управление Грифом возможно через терминал. Любая враждебная активность на глазах камер ромашек приведет к отправке сигнала второго уровня тревоги на ближайшую фабрику для вызова дополнительного подкрепления. Так, еще часик где-то поиграем, наверное, да, и все. Потому что мне уже скоро спад. Завтра на Арбайтен надо. Куда они передают все, что замечают? В настоящий момент информация с камер наблюдения поступает непосредственно на Гриф. Гриф — это воздушный узел управления роботами. Я в курсе. Что сделает Гриф, если я попаду в камеру? Если вас обнаружат, то Гриф объявит тревогу первого уровня, и к точке вашего обнаружения сбегутся ближайшие противники. В случае, если камера заметит, как вы атакуете робота, будет объявлена тревога второго уровня, и Гриф вышлет в точку обнаружения дополнительные силы. Помоги Ну а как я мне. пойму, какой именно уровень тревоги объявлен? Индикация уровня тревоги выведена на примерную сетчатку вашего глаза. Что такое? А, бля, сука. Ладно. О, шайсы. О, бля. А что, на них это не действует, да? А, не действует. Ой, блядь. Ой, бля, я даже не заметила эту ромашку вонючую. Кто еще из списка местных роботов представляет сейчас смертельную опасность? Полагаю, что абсолютно все, кроме Терешковой. Модель Терешкова выполнена по схеме индивидуально автономного функционирования и не подключена к сети. Центральный узел, взломанный предателем Петровым, не имеет доступа к моделям типа Терешкова. Ну, хоть кто-то здесь не пытается меня убить. И на том спасибо. Щелк А. Модульный замок щелк А используется экосистемой для контроля доступа к важным объектам. Взаимодействовать с замком может только камера ромашка. Администратор может подключиться к камере через ближайшее вспомогательное устройство Валан. Что такое? Бля. Совсем скоро, майор, врагов тут станет так много, что летальный исход неизбежен. А, да? А что делать? Надо идти в другую сторону, да? Я слышу, как там робот Твою бежит. мать, откуда они вообще берутся? Робот Шмель доставляет их с ближайшей автофабрики. Шмель. 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 А там было открыто, нет? Что-то я не проверила даже. Да я иду. Розовый фламинго, дитя заката. О! Яр! Ау.
Только не умри, пожалуйста. А, тут никак, да? Враги повысили свою бдительность на максимум, майор. Я не понимаю, что делать. А, наверх надо. А это считается сейв-рум? Или он сюда зайдет? Охуевший, блин. Сохранение данных. Розовый фламинго. Милый, как я рада. Ты пришел выбросить эту дурацкую перчатку? В другой раз. Сейчас мне нужно ее улучшить. Зачем улучшать эту гадость? Отдай ее мне, и я сделаю тебе хорошо. Мне самому нужно. Работай давай, сумасбродка. Да, ругай меня еще. Обожаю, когда ты проявляешь суровость. Это так возбуждает. Так, все, сил больше нет терпеть это дерьмо. Уже приступаю к модернизации твоей миленькой перчаточки с усиками. Все, что захочешь. О, мой повелитель. Вот и отлично. Не туда нажимаю все время, блин. Все-таки они сюда не заходят. Блин. О, я в туалет захотела, бля. Правильно ты говорил. Сейчас прибегу быстренько. А, я вам песенку оставлю. Там же идет, да, песня? Да. Так, я пришел. Если заново началась, да? Так, наверх надо, да, говоришь? Блять, сука. Забрал уже. А сын грустит о матери. По каким-то причинам коллектив перебросил в этот район несоразмерно большое количество роботов. Рекомендую передвигаться скрытно. Я опаздываю на ВДНХ. Сеченов просил поторопиться.
Лобовая атака с высокой вероятностью приведет вас к гибели. Я не в первый раз вижу подобную систему безопасности, Храс. Ее А, можно куда обойти. надо? А, ой. Это и есть устройство взлома системы безопасности? Взломать эту систему не так-то просто. Отсутствует доступ к системе безопасности. Необходим код доступа. Куда торопишься, внучок? Бабзина, О. ты что ли? Не забыл старуху-то? Нет, Молодец. конечно. Как тебе комплекс Вавилова? Понравился их милейший кустик? Блядь, Этот телефон милый сел. кустик чуть меня на тот свет не отправил. Чудом выкарабкался. Вот что я скажу, внучок. Пушки тебе нужны побольше, тогда и гадость всякую будет истреблять сподручнее. Это точно. Только с пушками пока сложно. А ты загляни ко мне в избушку. Телефон А вот это еще для сел. тебя какой чертежик. И валам взломать помогу. Там чат был. Были у меня коды к ним. Записаны где-то. К тебе в избушку? Угу. Что за баба-яга такая без избушки на курьих ножках? Ну ты даешь, мать. Уже иду. Где изба твоя стоит? Видишь полянку на холме? Что дальше по дороге от вышки твоей? Иди туда и жди меня там. Скоро буду. Сейчас, погодите. Короче, я, наверное, не смогу видеть ваши сообщения пока что. Некоторое время. Потому что у меня чат на телефоне, а телефон у меня сел. Так что пока так. Так, что надо, доберитесь до бабы Зины. А там эти внизу стоят, да? Вай, блин. Опять этот придурок. В прошлый раз тоже был. Отпусти, сучёныш! Поджарили. Это что, баба Зина? Чуть не убил меня металлолом долбаный. А, это избушка, что ли? Лол. О, господи. А вот и я, внучок. Спасибо, бабзин, подсобила. Где эти твои пушки побольше? Дальше без них никуда. Заходи-ка в избу. Чайку попьем. Ой, господи. Чайку себе сам нальешь. Классный телек. Что показывают? Мультики. Господи, присядь да посмотри. Ты еще что за... Тихо. Касательно информации о Повнимательнее смотри. внутреннем сбое на предприятии номер 3826. Товарищ Молотов, сбой уже устранен. Последствия ликвидированы. Нет никаких причин для беспокойства. Устранен или не устранен, информация об этом событии имеет все шансы попасть на стол к нашим американским друзьям. Вы понимаете, чем это грозит? Всем нам. Международный скандал. Так, все идет. Все идет. Я прекрасно понимаю. Понимаете? Под угрозой наш проект «Атомное сердце». Мой проект. Проект, который я создал еще до начала этой проклятой войны. Проект, который вы все отказались тогда признавать.
Сколько миллионов советских граждан сгинули в войну в кровавой мясорубке? Я поклялся, что подобной трагедии в мире больше никогда Я очень не рад, повторится. товарищ Сеченов, что человеческая жизнь для вас все еще дороже, чем ваши механические игрушки. Но это никак не отменяет того факта, что у нас у всех на шее сужающаяся удавка санкций Запада. Товарищ Молотов, для меня человеческая жизнь действительно стоит превыше всего. А время капиталистических эксплуататоров подходит к концу. Скоро рабочий класс на Западе сбросит с себя ярмо угнетателей. Товарищ Молотов, я прекрасно представляю всю ответственность, которая лежит на моих плечах. И полимеризация всего населения СССР, запуск нейросети «Коллектив», запуск операции «Атомное сердце». О какой ответственности вы говорите, товарищ Сеченов? Вы понимаете, что если в США узнают о том, что ваши машины способны по щелчку пальцев переключиться в боевой режим, то на вашем проекте можно поставить крест. Они ничего не узнают, повторюсь. Последствия сбоя уже ликвидированы. Товарищ Сеченов, возможно, некоторые члены Политбюро готовы поверить вам на слово, как заслуженному деятелю и члену Президиума Академии наук. Но боюсь, что для меня вашего слова недостаточно. О чем вы говорите? Высшее руководство страны поручило мне возглавить специальную комиссию, которая оценит последствия вашего сбоя. Мы будем у вас на предприятии уже через несколько часов. Вам ясно, товарищ Сеченов? Ну, если партия считает это необходимым, товарищ Молотов, то... Это же закрытая линия правительственной связи, Бабзин. Откуда у тебя Это эта не передача? передача, милок. Это прямое подключение к правительственной линии. Не думай об этом. Это моя забота. Тебе делом пора заняться. Гостиниц забери в углу. Кодами от валана, небось, и сам знаешь, как пользоваться. Да, чертежик прихвати. Мой ремшкаф знает, что с ним делать. Пользуйся, не укусит. Не то, что твоя подруга. Да уж, подруга. Спасибо, мать, цены тебе нет. Господи. Доступ разрешен. Почему она иногда разговаривает так, иногда так? Странная женщина. Ой, кого хочешь? Паштет. Лиса, доминатор. Да уж, непростая ты старушка. Разве? Ты путаешь чего-то, внучок. Ну да. Изба летающая, компьютер квантовый под потолком. Перепутаешь тут. Не, я таких, как ты, не встречал. А может, память у тебя девичья? Я, может, после ранения мелочи какие не признаю, да уж тебя бы точно запомню. Мелочи. Ладно, у тебя дело важное было. Отлагательство поди не терпит. Есть такое. На ВДНХ мне попасть надо. Тут где-то станция железнодорожная должна быть. Аккурат за деревней она. Ступай прямо по дороге, не заблудишься. Только на небо внимательно поглядывай. Уж больно крута ты. Уж больно крута ты, баба Зина. Спасибо, что заметил. Считай, тебе крупно повезло, что я за тобой присмотреть решила. А нахрена тебе за мной присматривать? Разобраться хочу. Слабак ты или нормальный мужик? Грубо. Зато так быстрее доходит. Как ты выжил-то? Да не выжила я. Умерла. Как это? В смысле? Дурачок ты, что ли, такие вопросы задавать? Так бы взяла половник и дала тебе по башке. Выживать обучена, так и выжила.
Как ты за Сечиновым следишь? Как за всеми остальными. Технологии, милок. Давай так. У меня избушка непростая, у тебя перчатка. И мы не задаем друг другу вопросы, что и откуда. Идет? Допустим. Странную ты дома животинку держишь. Да это не животинка странная. Чаек у меня такой своеобразный. А курица? Ну, как курица, вполне обычная. Чего? Шутка юмора. Ты чего? Чипированных куриц не видел? Мы же на предприятии 3826. Чего здесь только нет, как в изумрудном городе. Не видел. Вообще не знал, что такие бывают. Ну, не видел, так посмотри. Так, мне пора. Так, мне пора. Ступай, касатель. Кстати, У внучок. кого половник, у ты там кого внизу пару черпак, у колечек кого не находил? поварешка. Золотые такие, в коробочке. С литерой предприятия 3826. Кольца в коробочке? Нет, Бабзин, такого не видел. Не до этого был. Ну, ступай, ступай. ВДНХ ждет, ага. Спасибо большое. Правда помогла. Стой. Тебя ведь там Штокхаузен ждать будет. Да откуда ты все знаешь-то, а? Верблюда. Передай фрицу, если бы он не бегал за чужими бабами. Не. Может, все по-другому бы вышло. Слушай, ладно, я вообще не понимаю, о чем ты. Машину в деревне возьми. Пешком до станции далеко. Все. Бейби. Какие песни у Крас. бабули там. Кто такая эта баба Зина? Затрудняюсь ответить, товарищ майор. Я с ней не знаком. Да? А мне показалось, что ты в курсе. Почему вы так решили? Да ты ни слова не проронил. Наверняка не хотел, чтобы она тебя услышала. Я решил не обнаруживать себя до тех пор, пока не сделаю точный вывод относительно того, на чьей она стороне. Логично. А что за проект «Атомное сердце», о котором говорил Дмитрий Сергеевич с товарищем Молотовым? Таких данных у меня тоже нет. Этот вопрос лучше задать академику Сеченову лично. Ладно, неважно. Если потребуется, шеф сам скажет. Пошли искать дорогу на станцию. Мы, наконец, в системе. Вся местность как на ладони. Ищем нужную камеру. Трясусь. Вау. Это что такое? Есть контакт с камерой. Храс, ты получаешь телеметрию? Я уже в системе. Рау. А, я забываю, кстати, про этот сканер вонючий. Вот и ворота. Открываем. Открыли? Ой. А где открыли? Так, башня там. Где мы открыли ворота? Спасибо, что я расчихалась сегодня. О, где-то ремонт. Имеющийся в перчатке сканер может быть задействован прямо сейчас, непосредственно во время сеанса доступа к видеокамере. Надо попробовать. А, вот смотри, какая-то полоска тянется. Чё это? Что? Я ничего пока не понимаю. Ворота какие-то мы открыли, и что дальше?
Смешные такие. А где они открылись? Мне бы узнать, где. Я же отсюда открыла. И что-то там нажала я. Так, ну ладно, сейчас разберемся, что ли. Блин, почему опять так ярко? А, туда он надо, да? А я точно открыла? Я же открыла, да? Да. Музыка еще какая-то играет у кого-то. Нет, нет, нет. Где я открыла? Блядь. Где я открыла ворота? Что я не могу разобраться. А что тут делают? А! Земля в иллюминаторе видна. Зайцу. Машины увеличивают сенсорный охват. Вы потревожили датчики, Блядь, майор. беги! Почему он не шифтует, а? Бесит, что он этот не шифт, а, блин, а рывок сраный делает. Сейчас бы в симулятор дальнобойщика поиграть. Да, блядь, сука, деревья. Outlast какой-то. Жалко, тут нету мини-карты. Ой. Ой. А чё, куда? Вниз куда-то надо. А, мы можем же, в принципе. Весело. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери. На-на-на-на-на-на-на-на-на. И звезды тем не менее, и звезды тем не менее. Та-ти-та-ти-та-ти-та-та-ти-та. А вот и станция. И поезд на месте. Осталось только сесть и уехать.
Искренне надеюсь, что никаких препятствий к этому не имеется. Не каркай, а то окажется, что на дверях поезда стоит замок с гребаными колбами. Кругом трупы. Роботы застали людей врасплох. Никто не ожидал агрессии от мирных роботов. Да уж, я сам бы не ожидал. Роботы подняли страну из пропасти, в которую нас загнала коричневая чума. За 10 лет люди привыкли, что гражданский робот — это надежный помощник. Все это очень печально. Добрый день, товарищ. Добро пожаловать на борт уникального скорого поезда «Вихрь». Гордости транспортной системы предприятия 3826. Мне нужно срочно попасть на ВДНХ. С удовольствием, товарищ. В данный момент загруженность транспортной линии составляет 0%. Вы можете отправляться немедленно. А ты случаем не взбесился, как остальные роботы? Разгонишь состав посильней, да разобьешь в лепешку вместе с нами. Безопасность пассажиров есть первейшая задача любого роботизированного транспортного средства. Может, его сиска пьет его. Видал я ваши алгоритмы. Храс, может, на станции есть информационная нейрополимерная капсула с руководством по управлению поездом? Найдем ее, и ты сам поведешь этот вихрь. К сожалению, данная станция не является узловой. Информационной капсулы с руководством здесь быть не может. Твою мать. Отлично, поехали. Если у вас есть билет на поезд. Какой нахрен билет, ты дурак? Кругом трупы, на предприятии введен экстренный протокол. Запускай состав немедленно. Товарищ, согласно советским законам, безбилетный проезд возможен только для инвалидов и беременных женщин. Я не фиксирую у вас признаков беременности. Предъявите справку от гинеколога. Сука, я у тебя сейчас признаки беременности зафиксирую. В случае наличия у вас умственной инвалидности предъявите справку из психоневрологического диспансера. Ну все, пиздец тебе. Товарищ майор, обращаю ваше внимание, что данный Рапик не является автономным роботом. Он и есть скорый поезд «Вихрь». Его уничтожение выведет поезд из строя. Ладно, сюда слушай, обморок. Где мне взять твой сраный билет? Вы можете купить билет в ближайшей кассе. Пассажирам с детьми доступны льготные тарифы. Какая нахрен касса? Все убиты. Кассы не работают, билетов нет. Товарищ, согласно советским законам, безбилетный проезд возможен только для инвалидов и беременных женщин. Все, сука, заткнись. А то точно придется до ВДНХ пешком по шпалам идти. Уникальный поезд, зачем это заключается? Уникальный поезд? И в чем это заключается? Он что, по воздуху летает? Благодаря революционно-магнитной транспортной системе Маглев, разработанной инженерами комплекса Челомей, скорый поезд «Вихрь» способен развивать невероятную скорость без потери комфорта пассажиров. Являясь неотъемлемой частью нейросети, «Вихрь» самостоятельно корректирует скоростной режим и балансирует расписание движения, анализируя загруженность транспортных линий и количество пассажиров в залах ожидания. С запуском коллектива 2.0. Достаточно, мне все ясно, время уходит. Так, ладно, отойду пока. Найдите билет на поезд. Что, надо стать беременным? Чё? О, сколько целей. Ну и что мне теперь? Каждый труп обыскивать? Предлагаю сначала поговорить с убитыми, прошедшими полимеризацию. Да не в восторге я от таких бесед. Так, вниз, да? Ну, пойдемте вниз. Там был какой-то урод. А, вот он. Там живут несчастные люди.
Билетов нет, касса закрыта. Мне нужен билет на поезд. Какой нафиг билет? Кругом озверевшие роботы. Помогите! Убивают! Мужик, тебя уже убили. Орать поздно. Я должен укрыться, отойдите! Вы сдадите меня роботам! Ты уже укрылся. Роботы к тебе больше не подойдут. Скажи, где мне взять билет на поезд? Я не стану открывать кассу. Меня заметят роботы. Попросите билет у кого-нибудь. Билеты не именные. А чё он трясется? Коллега, спасти. Провал. Извините, товарищ, у вас нет билета на поезд? Правенький. Срочно ехать. Авария. Что? Всех подвел. Люди погибнут. Правильно, что ликвидировал. Солнце. Зоя. Да ё-моё, снова мимо, блин. Не все роботы полезны. Не полезны. Учту, мне пора. Ала. Невозможно. Решительно невозможно. Отсюда невозможно уехать. Товарищ, у вас билета на поезд не найдется? Билет? Да, у меня есть билет. Но он бесполезен. Это почему? Потому что эта станция проклята. Разве вы не видите? Я бы назвал это иначе, но не хочу тебя разочаровывать. Это не может быть иных толкований. Это проклятие. Говорю вам, совершенно точно. Сначала я проспал, потом забыл документы, потом перепутал время отправления, потом чуть не опоздал, и когда я добрался до чуда за минуту до отправления поезда, все застыло. Ну, все мы же знаем, что усики это пропуск. Куда? Товарищ, разрешите я заберу ваш проклятый билет и избавлю вас от дремучих суеверий? Забирайте скорей, и тогда проклятие рассеется. Не факт. Добрый день, товарищ. Добро пожаловать на борт уникального скорого поезда «Вихрь». Гордости транспортной системы предприятия 38. Вот билет. Запускай двигатели. Товарищ, ваш билет просрочен. Ваш поезд ушел 4 часа назад. Пожалуйста, обменяйте просроченный билет в кассе нашего вокзала. Просрочен? Да ты серьезно? 4 часа назад тут все были уже мертвы. А ты в это время туда-сюда катался, что ли? Запускай двигатели, пока цел. Проезд по просроченному билету невозможен. Это поступок, недостойный гражданина СССР. Пожалуйста, обменяйте просроченный билет в кассе нашего вокзала. Да чтоб ты сдох, скотин пузатый. Пау, 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 пау. Так, надо до того добраться, да, все-таки.
А, эти заборы. Точно. Как я их давно не видела. Точнее, они у нас есть, только я не помню где. Еще вот эти колеса, блин, вонючие. Ой, блядь. О! А я помню эту серию. О! О! Ну, заяц, погоди. А, эй. Эй, а как? Чего? А, лифт же... нет. А чё? А, через окно? Ой. Как там? А, левый shift, да, правильно. А, наверху. А, можно было отсюда снизу, оказывается. Так. Сейчас сначала все прошарим. О, тут просто белый. Наверное, там тот самый фрагмент, да? Товарищ, а не уступите билет на поезд? Очень надо. Вы живой? Скорее бегите! Покиньте территорию предприятия! Не могу. Мне все это разгребать предстоит. Мы с коллегами тоже так думали, когда тревогу объявили. Теперь вот прячемся кто где, вместо того, чтобы роботов чинить. То есть ваш билет тоже просрочен? У меня проездной на месяц. Месяц уже истек. Сколько я здесь лежу? Нет, месяца еще не прошло. Товарищ, разрешите, я заберу ваш проездной? Вам он уже не нужен, а из меня этот долбанный Рафик в поезде все уже нервы вымотал. Вы видели Рафика? Ни в коем случае не подходите к нему. Рафики убивают, если с ними заговорить. Это точно. Еще немного общения с этим железным мудаком, и я умру от тоски. Так что насчет билета? А что с ним? У вас проездной остался или нет? Да, забирайте. Он в кармане лежит. Не могу дотянуться. Я сам дотянусь, спасибо, товарищ. Не подходите к Рафикам. Это опасно. Я пошла. Времени нет. Ой. Я не нажимала shift. Почему он вышел?
Так, все, возвращаемся обратно. Ага. Добрый день, товарищ. Только вот вам Этот билет подойдет? Теперь ты поедешь, кровопийца? Товарищ, почему вы сразу не сообщили о наличии у вас проездного документа? Это ускорило бы отправление поезда. Может быть, потому что в тот момент у меня его не было? То есть это не ваш билет? Проезд по чужому проездному Бля. документу – это поступок недостойный гражданина СССР. Что ты сказал? Не волнуйтесь, дорогой товарищ. Проанализировав окружающую обстановку, я пришел к выводу, что вы сотрудник силовых структур, занимающийся исправлением случившегося ЧП. Очевидно, что при сложившихся обстоятельствах у вас есть право беспрепятственного перемещения. Ты издеваешься надо мной, что ли? Прошу занять любое понравившееся место, дорогой товарищ. Поезд отправляется через 10 секунд. Воистину, свершилось чудо науки. Осторожно, двери закрываются. Ой. Следующая станция Солнечная. Крас, я все никак не пойму, почему вообще возникли сомнения в том, как умер профессор Захар. Мы уже говорили на эту тему. В той печальной истории слишком много темных пятен. Постой, я хочу разобраться. У меня, кроме Сеченова, другой родни нет. Для меня это важно. Понимаю вас, товарищ майор. В чем именно вы хотели бы разобраться? Не могу представить, чтоб Сеченов убил своего лучшего друга. Бред какой-то. Зачем ему это? Незачем, разумеется. Если, конечно, Захаров не пошел против него, как другие соратники. Например, доктор Филатова. Филатова пошла за Петровым. Она влюбленная женщина. Чувства затмили ей разум. Так, блядь, это что еще за хуйня? Ну, конечно же. Спокойно не дадут никак забраться. Держитесь! Да неужели, бля? Станция Солнечная. Ёб твою мать. Что? Это кто? Что, русская земля к себе тянет? Вставай давай, в укрытие. Докладывай, что Сеченов говорит. Значит так. Спокойно. Значит так. Товарищ Молотов сейчас едет прямо сюда на ВДНХ. Да пригнись ты. Товарищ Сеченов хочет, чтобы вы прямо сейчас направились туда же и включили учебную тревогу, ясно? Ты еще нахрена? Ладно, допустим. Что-то еще? Да. Товарищ Сеченов просит передать вам это устройство. Полезно, спасибо. Агент Петри, вы же солдат. Вы должны прикрывать меня. Ты что удумал, эй? Вот и прикрывайте! А? Стой! Ты куда? Слизняк упадет! Wiedersehen. Бля, ладно. Вы в натуре ебанулись? А тут красиво. Полигоны. На территории предприятия номер 3826 существует множество секретных испытательных полигонов, в которых можно найти разнообразные чертежи для улучшения вашего арсенала. На карте входы в полигоны обозначены вопросительным знаком. Также ремшкаф Элеонора может подсказать примерное местоположение полигона с нужным
с нужными чертежами. Выберите интересующее вас улучшение и нажмите кнопку М. Откроется карта, которая покажет, где примерно находится полигон с данным улучшением. Прям как в Москве. И даже лучше. Более футуристично и более масштабно. Моя идея. Твоя что? Лингвистическая ошибка. Это моя любимая идея архитектора. Так, тут сохраняшку вижу. Музыка такая, как этот черный плащ. Только свистни, и он появится. Черный плащ. Ну-ка, от винта. А чё, как спуститься? А, вон лестница. О, опять эта блудница. Осторожно. Дитя заката, розовый фламинго. Так, на это пока нам не хватает. Я бы вот это хотел. Так, это что у нас? Пока не надо. Это что такое? А, ракета для крепыша. А у меня нету крепыша. Сохранение данных. Запасайся оружием, патронами, скоро пригодится. О, что, можно закончим, а надо на этом уже поздно у меня. Спать надо. Так, нам надо вперед. А там что будет, босс-файт? Надо тогда потрошки сделать. Розовый фламинго. Классная песня. Доступ разрешен. Шарик на ногах видела? Нет. Сейчас сделаем. Ой, посмотрим. Эй! Ты чё? Выберите желаемое. Чё за херня? Еще мешают мне смотреть. Да блять, сука! Идите нахер, короче. Блять. Какие шарики на ногах? Короче, ладно. Будем заканчивать. У меня тут уже жопа началась какая-то. Не дают мне, блин. Так.
Короче, все. Теперь все точно. Блять, не дают мне этот. Говно-то, а не бои. Видишь, полезная штука все-таки вот эта пуколка. Она не требует патронов и ничего такого. Так, ну все. Ушталь. Да, все. Увидимся уже, наверное. Там, кстати, видео, наверное, вышло. Мое. Вроде бы должно было выйти. Да, вышло уже. Так, надо сделать вот так. Увидимся, наверное, в понедельник уже, на следующей неделе. И будем проходить... Что будем проходить? Что мы будем проходить? Да, на следующей неделе только. Потому что я в пятницу, субботу, воскресенье, короче, работаю. Не знаю, постараюсь. Возможно, постараюсь. После работы. Ну, я до 7 часов работаю. Ну, я там посмотрю, как будет по моей усталости. Если я сильно устану, тогда это не буду стримить. Видео, не знаю, буду записывать, нет, тоже, наверное, не успею. Просто когда после работы приходишь, хочется отдохнуть, все такое. Ну, я могу, в принципе, как сделать? В субботу, например, можно ну, либо завтра я постараюсь. Можно просто почилить в ремонте и видео посмотреть. Но не обещаю, короче. Не буду, так сказать, врать. Что, ой, завтра мы поиграем, постримим, а сама устану вдруг и все, и потом не смогу. Да, вот я в пятницу, субботу, воскресенье, короче, работаю. Поэтому такие дела. И что там надо было? Атомное сердце, да, я хотела пройти. Еще, блин, этот Бенди надо закончить. Я никак не закончу его. Еще же Хогвартс у меня есть. Я совсем про этот Хогвартс забыла, кстати. Но надо атомное сердце пройти точно уже, потому что это тоже сколько можно. Надо его пройти, все. Хватит уже тянуть. GTA 4, точно. Я совсем забыла про GTA. Да-да-да. Но я молодец, то, что я вчера прошла Outlast, потому что если бы я вчера не прошла, этот бы Outlast тоже бы затянулся бы надолго. Кстати, ничего не сделали. Twitch ничего не сказал. На Ютубе я ограничения поставила на этом видео. Такие дела. Ну ладно, все тогда. Спокойной ночи, сладких снов. Спасибо, что смотрели. Спасибо тем, кто посмотрит это видео на записи. Надеюсь, вас не будет смущать моя горелая жопа. Так, ну все. Всем спасибо, всех обнимаю, всех целую. Все. До следующей недели, либо до завтра. Да, вот так вот правильно, до следующего стрима. Все, пока-пока.